Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшек Шара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. 14 августа войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию нашей республики. Началась Отечественная война народа Абхазии. Минздрав закупила для республиканской больницы медицинское оборудование на сумму 17 миллионов 686 тысяч рублей. – 14 августа в Абхазии День памяти защитников Отечества. В этот день, 34 года назад, войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию нашей республики. Началась Отечественная война народа Абхазии, длившаяся 413 дней и ночей. Война, которая унесла жизни тысяч сыновей и дочерей Абхазии, Северного Кавказа, Юга России, представителей зарубежной диаспоры. Сегодня по всей республике пройдут памятные мероприятия. В Сухуме с утра в парке Славы состоялась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Цветы также были возложены к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арзенба в селе Нижняя Эшера. Репортаж Шазины Ханагуа. Утро 14 августа по традиции началось с возложения цветов к мемориалу славы, где похоронены защитники Отечества. Отдать дань памяти погибшим пришли президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Беглава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, депутаты парламента, посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, посол Южной Осетии в республике Астамур Каце, военнослужащие, ветераны войны, добровольцы, общественность. С волнением и болью в душе к подножию мемориала возлагают цветы ветераны и матери погибших. В те жаркие августовские дни воздух был накален не только от зноя, но и от напряжения и тревоги. Это была обычная пятница, которая вмиг превратилась в кровавую. Над переполненным Сухумским пляжем неожиданно появился вертолет. Уже через мгновение по отдыхавшим на берегу людям ударил свинцовый град. Это были войска Госсовета Грузии. Пожалуй, нет ни одной семьи в Абхазии, которой бы не коснулась трагедия войны. Наряду с мужчинами на фронт шли совсем юные ребята и девушки. Живым источником силы абхазского народа явилась глубокая вера в победу. В молчании возлагают цветы, и каждый лепесток становится символом памяти, скорби и благодарности. Здесь нет громких слов, только тихий шелест флагов, склоненные головы и боль, которую время не смогло стереть. В этих цветах имена тех, кто не вернулся домой. Мечты, оборванные войной, и судьбы навсегда разделенных семей. Подвиг защитников Отечества живет в памяти народа, в рассказах матерей, в фотографиях, бережно хранимых родными в каждом рассвете над освобожденной землей. Помогать абхазскому народу на второй день войны горными тропами через перевалы прибыли добровольцы из Северного Кавказа и Юга России. Это было масштабное добровольческое движение. В одной группе шли люди разных национальностей и вероисповеданий, но их объединила одна цель – защита Апсны. Клара Балачиева – мать добровольца Джамала Балачиева, кавалера ордена Леона. Когда мать узнала, что ее сын ушел на войну, он уже находился в Абхазии. Джамалу было 22 года. 14 августа каждый год я приезжаю. У меня сын погиб здесь. Во время войны в 92 году, 15 сентября, он в Гаграх на войне участвовал. Он в всех боях участвовал и дошел до Ахбиюк в горы. Там 4 июля он погиб на вертолете, он там погиб. И каждый год вот этот траурный день
сегодня День добровольца, завтра я каждый год приезжаю сюда. Здесь, в Парке Славы, заложили памятный камень для последующей установки памятника добровольцам, пришедшим на помощь абхазскому народу в период Отечественной войны народа Абхазии. Глава государства Бадыр Гунба назвал 14 августа одной из самых трагических дат в современной истории Абхазии. Президент отметил подвиг тысяч соотечественников, вставших на защиту Отечества, а также мужество добровольцев Северного Кавказа из других регионов России, представителей абхазской диаспоры из-за рубежа. 14 августа 1992 года стала датой, трагической датой для нашего народа. Но при этом это начало пути для победы, которая, безусловно, будет храниться веками. В эти дни, буквально на второй день, к нам пришли наши братья из республик Северного Кавказа, юга России, других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Добровольческое движение в Абхазии – это было уникальное отношение людей, которые порой и зачастую ничего никогда не слышали о этой стране. Наблюдая за тем, что творится в Абхазии, они подставили братское плечо, плечо дружбы. Мы благодарим вас за все, что вы для нас сделали, дорогие наши братья. Сегодня мы закладываем камень, где будет установлен памятник добровольцам, людям чести, людям мужества и людям, благодаря которым наша страна, наш народ выстоял. Низкий поклон ребятам, сложившим свои головы. Благодарю всех ветеранов за ваш вклад в эту великую победу. Министр обороны генерал-полковник Беслан Свиш обратился к присутствующим со словами признательности, глубокого уважения к подвигу тех, кто отдал жизни за свободу страны. 413 дней продолжалась эта тяжелая и кровопролитная война. Каждый из этих дней был наполнен беспримерным мужеством, стойкостью и самопожертвованием наших воинов, вставших на защиту родной земли. Министерство обороны Республики Абхазия всегда помнит и чтит подвиг каждого солдата, офицера, добровольца, павшего на полях сражений. Наш долг – бережно хранить историческую правду, передавать ее из поколения в поколение. Депутат парламента Леонид Лакирбай считает символичным, что именно в этом году осуществлена закладка камня. На нашей стороне воевали представители 33 национальностей и представители 14 стран. И пусть в отдельных странах было по одному, по два человека, как из Азербайджана, Польши или Эстонии, основная масса, конечно, это была Российская Федерация, наши братья с Северного Кавказа и россияне от Калининграда до Владивостока. Более 2500 прошло через нашу войну. Я считаю, что очень символично, что в этом году открываем этот памятник. Дело в том, что этот год объявлен он Международным годом добровольцев. И благотворительная организация, которую я возглавляю, проводит акцию под названием «Добровольцы, Абхазия, СВО. Связь времен и поколений». Памятные мероприятия продолжились в Ишере. Люди приехали сюда со всех концов республики, чтобы возложить цветы к мемориалу первого президента Владислава Ардзанба. Судьбоносное для страны время. Именно под его руководством, благодаря его воле и мудрости, народ Абхазии сумел одержать победу и обрести фактическую независимость. Воспоминания о тех днях и сегодня даются ветеранам нелегко. 14 августа Игорь Дженя, будущий герой Абхазии, находился в Челябинске. Услышав о начале войны, решил вернуться на родину и встать на ее защиту. Сам день, 14 августа, это трагический день для нашего народа. В тот же момент эта война была неизбежна. Не было бы в 92-м, оно было бы, может, в 2026 году. Спасибо Богу, что нашелся лидер, который поднял вокруг себя, окружил народ, которые сказали, что будем защищать свою землю, свою родину.
Если бы не было бы Владислава Григорьевича, может быть, наша судьба абхазского народа тоже была бы чуть другой. К сожалению, очень много погибших в этой войне. Это безвозвратные потери, которые останутся вечно в памяти абхазского народа, которые принесли эту победу. Спустя 413 страшных дней и ночей, наполненных ожесточенными боями и тяжелыми потерями, Абхазия одержала победу. 30 сентября 1993 года противник отступил, а план грузинских оккупантов «Абхазия без абхазов» потерпела крах. После войны республику ожидали международная изоляция и экономическая блокада. Но несмотря на все испытания, Абхазия выстояла и дождалась признания своей независимости. Шазина Ханагу, Раму Камке, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Бадр Гунба обратился к соотечественникам по случаю Дня памяти защитников Отечества. 14 августа – одна из самых трагических дат в современной истории Абхазии. В этот день началась война, которая принесла нашему народу огромные страдания и поставила его на грань уничтожения, создав реальную угрозу потери свободы, родины и будущего. В этот решающий для страны час народ повел за собой великий сын Абхазии Владислав Григорьевич Арзанба. Взяв на себя ответственность за судьбу Родины, он сумел объединить народ, вселить в него веру и повести его к победе. Мы должны особенно дорожить тем, что было завоевано такой высокой ценой, свободой, миром и возможностью строить будущее своей страны. Сегодня, когда мир переживает непростое и тревожное время, нам как никогда необходимо единство. Именно единство народа стало одной из главных сил, позволивших выстоять в годы войны. Мы должны помнить этот урок истории, беречь взаимное уважение и способность объединяться перед лицом любых вызовов, ставя интересы Родины выше личных разногласий, говорится в обращении главы государства. Исполняющий обязанности президента Республики Южная Осетия Марат Камболов направил обращение Бадре Гунба и народу Абхазии в связи с Днем памяти защитников Отечества. Эта дата близка и народу Южной Осетии. В годы Отечественной войны народа Абхазии южноосетинские добровольцы вместе с абхазскими воинами сражались за свободу республики. Боевое братство, рожденное в те годы, навсегда стало частью общей истории наших народов. Сегодня Южная Осетия разделяет скорбь братского народа Абхазии. Память о защитниках Отечества, их мужестве и самоотверженности будет бережно храниться и передаваться следующим поколениям, отмечается в обращении Марата Камболова. В Гудауте почтили память защитников Абхазии. В день, который стал началом Отечественной войны народа Абхазии, в центре города-героя прошли церемония возложения цветов и митинг. Среди участников были руководство района, ветераны, матери павших бойцов, депутаты парламента и местного собрания, военнослужащие абхазской армии, сотрудники госучреждений, представители общественности, школьники. Также в Государственном музее имени Сергея Дбар открылась фотовыставка. Экспозиция впечатляет. Около 300 архивных фотографий запечатлели бойцов, отдавших свои жизни в годы войны, а также их родителей и членов семей. Эти снимки хранят память о тех, кто сражался за свободу и независимость. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба обратился к народу в связи с 34-й годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии. С течением времени ярче проявляется величие подвига героев, защитивших нашу Родину. Они дали нам возможность жить и трудиться под мирным небом, растить детей в свободной стране, сохранять свой язык, самобытность и культуру. Для новых поколений граждан нашей страны героизм участников войны всегда будет служить примером верности Родины, отмечается в обращении. Память погибших защитников Отечества почтили в Гулрыбском районе. В церемонии возложения приняли участие ветераны войны, матери погибших героев, руководство района, депутаты, военнослужащие, представители общественности и школьники.
Президенту Абхазии Бадре Гунба 14 августа исполнилось 45 лет. Глава государства не будет праздновать свой день рождения, как и все предыдущие годы. Причина – особая историческая дата. 14 августа – день начала Отечественной войны народа Абхазии. Для главы государства этот день неизменно остается траурным, а не праздничным. Как отмечает пресс-секретарь президента Алхас Чулокуа, ни разу за всю свою взрослую жизнь глава государства не устраивал торжеств по случаю дня рождения из уважения к памяти тех, кто погиб в тяжелые для республики годы. Несмотря на решение не отмечать юбилей, на имя президента продолжают поступать поздравления от глав дружественных государств, общественных деятелей и граждан. В них звучат не только пожелания личного благополучия, но и слова признательности за служение стране в непростое время. Не имеет значения, это юбилейный день рождения или обычный день рождения. И более того, я хочу сказать, что это никак не связано с тем, что Бадра Зуравович является президентом Абхазии. Глава государства не отмечал свой день рождения ни разу за всю свою взрослую сознательную жизнь. Он это считает недопустимым, проведение каких-либо праздничных, торжественных, радостных мероприятий, связанных с днем рождения, в день памяти защитников Отечества, в этот скорбный для нашей страны трагический день в истории современной Абхазии. Президент благодарит всех, кто его поздравил. Поздравительные телеграммы в адрес президента Абхазии прислал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который отметил высокий уровень российско-абхазских взаимоотношений, личную заслугу президента Бадры Гунба в укреплении российско-абхазских отношений. Поздравил президента Абхазии премьер-министр России Михаил Мишустин, руководители палат Федерального собрания, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, президент Никарагуа, федеральные министры российские, главы российских регионов, деятели культуры, науки, спорта. И эти поздравительные телеграммы продолжают поступать. Своими воспоминаниями о дне начала Отечественной войны народа Абхазии Бадра Гунба поделился в интервью телеканалу ОТР. Бадр Зуравович, спасибо большое, что нашли для нас время сегодня. Наше интервью выйдет 14 августа. Эта дата такая непростая для всего абхазского народа. И 14 августа у вас день рождения, 45 лет. Когда начались военные действия, вам было 11 лет, вы были ребенком. Как вы для себя запомнили это время? Что осталось в памяти ярче всего? Я запомнил этот день тем смятением, которое происходило у нас в доме, той тревожностью обращения диктора абхазского телевидения к народу о начале войны и о реакции моего отца. Это то, что мне запомнится навсегда. Человек, который взял в руки оружие, охотничье оружие. Никто же не готовился в Абхазии к войне. Взял в руки охотничье оружие, вышел. Я помню, как собирались рядом с нашим домом мужчины, которые уходили вдали. Я вот смотрел, наблюдал за ними вслед и понимал всю трагичность данной ситуации. Я понимал, что у нас никогда больше не будет той жизни спокойной, мирной, которая была ранее. И у меня мысли были в тот момент, понимая, что война – это большая трагедия, вернется ли мой отец живым и в целом в свою семью. Эта боль жива, эта боль в том числе и сказывается на нашем поведенческом образе, и в том числе при формировании и строительстве нашего государства.
МИД Абхазии заявил об обеспокоенности сообщениями о давлении и угрозах в адрес экспертов и правозащитников, поднимающих вопросы, связанные с правами граждан республики. Особое внимание в ведомстве обратили на ситуацию вокруг соотечественницы из Турции, доцента доктора Эльчин Ардзенба, которая во время выступления на сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве затронула вопросы международной изоляции Абхазии, ограничений свободы передвижения и непризнания документов граждан республики. По данным МИД, после выступления в отношении Ардзенба стали появляться угрозы давления и кибератаки, в связи с чем она обратилась в правоохранительные органы. В ведомстве также сообщили, что 24 апреля текущего года 5 спецдокладчиков ООН направили правительству Грузии письмо с просьбой дать разъяснение. Однако ответ получен не был. При этом угрозы в адрес нее и членов ее семьи продолжаются, проинформировали в МИД. Мы отмечаем важность внимания международных правозащитных механизмов к данному вопросу. Подобные случаи не должны замалчиваться. Факты давления на лиц, реализующих свое право на свободу выражения мнения и правозащитную деятельность, должны получать объективную оценку, отмечается в сообщении. МИД республики намерен поднять вопрос о преследовании и угрозах в отношении Эльчин Ардзенба на предстоящем раунде женевских дискуссий и потребовать официальной реакции грузинской стороны. Минздрав закупила для республиканской больницы медицинское оборудование на сумму 17 миллионов 686 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства. По поручению президента Бадры Гунба совершенствуем систему здравоохранения, чтобы как можно больше граждан получали медицинскую помощь в нашей стране и не выезжали за границу. В ближайшее время ожидаем поставку еще одной партии медицинского оборудования, отметил министр здравоохранения Астамур Гуния. При этом министр подчеркнул, что вся медицинская помощь пациентам должна оказываться бесплатно. Больница была обеспечена УЗИ-аппаратом экспертного класса, моечно-дезинфицирующим автоматическим процессором для гибких эндоскопов, шкафами для сушки и хранения эндоскопов, эндоскопическими видеокамерами, мониторами, источниками света и другими сопутствующими медицинскими изделиями. 15 августа в Государственном русском театре драмы имени Фазили Искандера состоится показ спектакля «Игрок» по мотивам романа Достоевского, одной из самых масштабных и необычных постановок театра. Особенность спектакля – участие полного состава Государственной хоровой капеллы Абхазии. Драматическое действие сопровождается живым исполнением реквиема Моцарта под управлением дирижера Бараса Куджба. Главную роль Алексея Ивановича исполняет Гурам Квицыня, специально приезжающий для участия в постановке из Москвы. Пьесу по мотивам романа Достоевского написала современный абхазский драматург Эля Джикирба специально для Русдрама. Премьера «Игрока» состоялась в 2018 году. Именно в этой постановке впервые вышли на сцену театра ныне известные зрителям артисты Милан Аломия и Осман Абухба. «Игрок» выделяется и особой актерской манерой. Глубокое психологическое погружение в персонажей сочетается с графичным, стилизованным существованием артистов в лаконичном сценическом пространстве. Спектакль показывают не чаще одного раза в год, что делает каждый его показ отдельным событием в репертуаре театра. Билеты доступны в кассе и на сайте театра. С 15 августа в республике открывается сезон охоты. Согласно распоряжению Госкомитета по экологии и природопользованию, он продлится до 31 марта. Охота запрещена на все виды зверей и птиц, включенных в Красную книгу. Также запрещен отлов диких зверей и птиц для содержания в неволе и охота в особо охраняемых территориях. Для проведения законной охоты необходимо пройти регистрацию охотничьего оружия и иметь при себе охотничий билет и квитанцию об уплате госпошлины. Ограничения заключаются в виде того, что можно за выход добыть не более 20 птиц за выход. Со световыми устройствами, со световыми, с фонарями и так далее охотиться запрещается. Это не охота, это браконьерство. Любой
гражданин республики, который занимается этой деятельностью, должен вступить в общество и должен иметь охотничий билет. И на этом основании, на основании того, что он охотник, ему разрешается и выдается Министерству внутренних дел разрешение на хранение гладкоствольного ружья. Поэтому все эти документы очень важно иметь при себе. Без этих документов охота в Абхазии запрещается. Проводятся рейдовые мероприятия, их проводит комитет экологии, нарушители штрафуют. В этом году с этим будет строже. И Министерство внутренних дел в ходе там могут остановить, проверить документы. Если документы не в порядке, то ружье изымается. И опять же будет наложен штраф. В завершении выпуска расскажем о погоде. В выходные дни 15 и 16 августа в Абхазии временами дождь и, возможно, гроза. Температура воздуха ночью 19-24, днем 26-31 градус тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Ам Шевчара подошел к концу. До новых встреч. До свидания.